Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 16 апреля. Это у нас будет вторник. Мы смотрим с вами все знаки зодиака от Овнов до Рыбок по очереди. Я смотрю все знаки в одном видео. Внизу под видео есть тайм-код. Начинаем с Овнов. 16 апреля, Овны, вторник, события дня. Колода пасьянс. 16 апреля, вторник, Овны. Гости, первое событие. Шарики, хорошие новости у вас могут быть во вторник. Подарочки, гости с подарками, дети, цыпленок, конвертик нельзя, змею нельзя, будильник нельзя, потому что вот эти карты, они уже зафиксированы, поэтому я не могу их перевернуть. Мне иногда в комментариях спрашивают, почему нельзя. Вот опять же, видите, нельзя сердце соединить. Эта карта уже зафиксирована. Я не могу ее крутить. Колокольчик, болтовня. У вас день больше на выходной похож, чем на будний день. Так, смотрим. Нет, 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 нет. Опять же, дерево нельзя. И здесь нет. Получается, у вас выпадает гости, подарки, болтовня, хорошие новости, семья, дети. Да, вот как будто какое-то событие, где вы будете встречаться, общаться, хорошо проводить время. И будильник показывает, что вы можете опоздать в гости, например, если вас приглашают, то это может быть опоздание. Вот так что правильно распределяйте время, чтобы никуда не опаздывать и везде успеть. Ну и хорошие новости, конечно, тоже, шарики. Благодарю за внимание. Овны, перехожу я дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 16 апреля. Тельцы, вторник. Корона, первое событие. Это общение с представителем закона, власти, каким-то таким очень важным, серьезным человеком. Интимная связь, кровать. Гости. Деловая встреча. Нельзя свидание. Друзья, гости. Ключик. Ключ показывает, что перед вами открываются двери и появляются возможности. Вот хорошо, что рядом со встречей ложится ключ. Месяц показывает события, которые повторяются каждый месяц. Колодец нельзя. Яблоко нельзя. Также, смотрите, есть еще якорь. Якорь всегда показывает, что мы где-то проводим много времени. Прибыль также выпадает. Финансовые поступления. Дальше. Ну, здесь нет.
Получается, в этот день у вас общение с гостями, ой, с друзьями и гости. Ну, может быть, друзья в гости придут. Дальше у вас будет финансовые поступления, события, которые повторяются каждый месяц. Возможно, это вот зарплата, либо какие-то доходы, которые вы знаете, что приходят в этот период. Интимная связь, деловая встреча, общение с влиятельным человеком, ключ, все в ваших руках, открытые двери возможности. Возможно, на этой встрече перед вами откроется. И якорь показывает, что вы проведете где-то много времени. То ли на этой встрече, то ли в гостях. Может еще, знаете, как быть. Якорь – это, например, вы начнете какой-то проект, ну вот, на деловой встрече, ключики, которым нужно заниматься долго. Потому что якорь – это о долговечности такой, о стабильности, о постоянстве. Так что вот так. Благодарю за внимание, Тельцы. Перехожу к Близнецам. Близнецы у нас дальше идут. Смотрим, что у вас. Вторник, 16 апреля. Близнецы, события дня. Вторник, 16 апреля. Покажите мне, что этот день приготовил для Близнецов. Удача, первое событие, подкова. Вы у нас будете везунчики во вторник. Любовь, либо второй вариант, слезы тоже можно было соединить. Победа. Может быть, у вас победа будет благодаря удаче. Удача сыграет не последнюю роль. Болезнь, череп, ухудшение самочувствия. Рыба, скользкое дело. Гости. Так, смотрим. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, 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 нет. Не вижу. Периметр не вижу для вас. По диагоналям, помните, мы не соединяем. То есть змею нельзя соединить, ножницы нельзя соединить. Что-то мне еще попадалось. Ну вот расческу там нельзя, допустим, сделать. Получается, у вас 6 событий. Первое показывает, что вас ждет удача в этот день. Удача на вашей стороне. Вас ждут победы, гармоничные отношения в паре, любовь, может быть, знакомство, гости. И 2 минуса. Это здоровье. Может быть, в принципе, если вы планируете заниматься здоровьем в этот день, то череп может просто на это указывать. Ну и самое главное предупреждение – это вот эта рыба. Это скользкое дело. Кто-то будет пытаться хитрить, юлить, заманивать вас в какую-то ловушку, обманывать обманным путем. Поэтому здесь будьте осторожны. Хотя иногда рыба, знаете, как проигрывается по самому прямому, да, вот, значению. Рыба – это рыба. Например, в гостях будет какая-то очень вкусная рыба, которая вот вам прям запомнится. Поэтому иногда и так бывает. Ты ждешь какого-то подвоха, а потом в конце дня вспоминаешь, что там где-то поужинал какой-то очень вкусной рыбкой. А подвоха никакого не было. Так что вот так. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к ракам. Смотрим, раки. 16 апреля, вторник. 16 апреля, вторник, события дня. Покажите мне.
Смотрим, раки, вторник. Интимная связь, кровать выпадает, первое событие. Если выпадать первым или последним, может быть еще, знаете, как с утра не хочется вставать, полежать. Или хочется пораньше, наоборот, лечь спать, тоже может быть. Деловая встреча, свиток. Бабочку нельзя было соединить. Болезнь, череп. Дорога. Может быть, усталость. Не болезнь, а просто усталость. Конфликт. Либо после конфликта, знаете, вот такое ощущение опустошенности. Когда человек может быть оказаться энергетическим вампиром и высосет вот прямо из вас всю энергию. Не вижу совпадений. Если вдруг я что-то пропускаю, вы видите, тут есть обозначение событий. Ну или если вы не видите, допустим, там вам не видно мелко сильно, можете писать мне в комментариях, я вам напишу значение. Потому что у вас может проигрываться, если вы заметили, а я нет. Не вижу я больше совпадений. Получается 5 событий. Интимная связь может быть, деловая встреча может быть, острый, сильный конфликт, предупреждение. Опять же, да, такое не очень хорошее сочетание для деловой встречи. Поездка и болезнь, ухудшение самочувствия, проблемы со здоровьем и так далее. Сильная усталость, вымотанность. Ну вот такая информация для вас, раки. Благодарю за внимание и перехожу ко львам. Так, львушки. Львушки, 16 апреля. Дерево, первое событие, приглашение у вас может быть во вторник. Не вижу совпадений для вас. Угу. Проверяем горизонталь, вертикаль. Смотрим. Нет, 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 нет. Угу. Угу. Не вижу. Нашла только одно событие для вас. Это приглашение. Больше ничего не нашла. Если вдруг вы что-то еще увидите, ну, я могла пропустить, допустим, то у вас это событие может проиграться. Значения подписаны, ну, многие уже знают лучше меня эти значения. Так что вот я нашла для вас на вторник только приглашение. Благодарю за внимание, львушки, и перехожу я дальше к девам. Так, девы, смотрим. 16 апреля. Девы, события дня.
Прибыль. Первое событие у вас может быть во вторник. Это хорошо, прибыль. Надежда, подсвечник. Книга, казенный дом. Возможно, это банк. Например, прибыль, казенный дом. События в семье, дома какие-то могут быть. Цыпленок, дети. Глубокая печаль, сильное разочарование. Опять же, событие может быть не очень приятное. Дорога, смотрите, еще может быть во вторник. Бокал нельзя. Нет, нет. Ожидание. Кораблик. Здесь нет и здесь нет. Получается, из плюсов у вас доход в этот день, финансовые поступления, поездка, посещение госучреждения, общение с семьей, с детьми. Это, кстати, может быть школа, садик с ребенком, например. Надежда. На этот день вы возлагаете какие-то надежды. Ожидания. Ждете чего-то, кого-то. Может быть какая-то ситуация в семье, дома. И очень сильное разочарование. Глубокая печаль. Что-то вас может расстроить. Вот такая информация для вас, девы, на вторник. Благодарю за внимание и перехожу я к весам. Смотрим весы, 16 апреля. Так, смотрим весы, что у вас? Глубокая печаль, к сожалению, первое событие. Ножницы, решение вопроса. Деловой разговор. Встречу нельзя соединить. Интимная связь, кровать. Ключик. Такие классные события, непонятно, что это за печаль у вас будет. Удача плюс еще есть. Ну, здесь нет. Смотрите, какие классные события. Решение вопроса, деловой разговор. Вот в разговоре вы можете решить свои вопросы. Вам будет сопутствовать удача. Все в ваших руках. Да, то есть перед вами открываются двери, нет никаких преград, сложностей. Интимная связь. То есть как бы в личной жизни должно быть все хорошо. И непонятно, почему глубокое, сильное разочарование. Может быть, знаете, как может быть не связанное лично с вами. Допустим, у вас все хорошо, а у кого-то в семье какая-то проблема. И вы расстроились, но вас как бы лично это не касается. Вот как-то так может быть. Потому что у вас очень хорошие события. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам.
Смотрим, скорпиончики. 16 апреля. События дня для скорпионов. Мешок с деньгами. Первое событие выпадает вам на вторник. Может быть свидание, приятная встреча. Яблоко нельзя. Угу. Глубокое разочарование. Удача. Смотрим. Нет, 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 нет. Нет совпадений и нет. У вас, похоже, сейчас у весов тоже так было. Все события хорошие и разочарование, печаль. Причем, смотрите, да, вот иногда мне пишут, вы, наверное, плохо помешали. Нет, я когда складываю карты, вот эти двойные карты, я всегда складываю в разные места, ну, чтобы на следующем знаке они не повторялись. И все равно, да, то есть вот если они должны выпасть, они все равно там в перемешивании соединяются так, как надо. Вот получается, у вас выпало из хорошего, что приятная встреча, свидание, то есть это в личной жизни может быть какое-то приятное событие. Финансовые вопросы могут решаться в этот день, допустим, быть какие-то покупки, финансовые поступления могут быть. Удача, смотрите, на вашей стороне. И разочарование. Опять же, вот как я рассказывала весам, у вас может быть такая же история. Это когда что-то происходит там у друзей, у родителей, у детей, а не лично у нас. И мы расстраиваемся, но это не наша какая-то, допустим, там ситуация или событие, а просто мы из-за кого-то переживаем. Я думаю, что вот так, потому что иначе бы мне карты показали причину этой печали, но причины я здесь не вижу. Благодарю за внимание, скорпиончики, и перехожу я к стрельцам. Смотрим, стрельцы. 16 апреля. Стрельцы, события дня, вторник. Домик, первое событие. Застолье. Рыба. Скользкое дело. Либо это будет рыба на застолье, на событии. Может быть, еще так. Какая-то тайная встреча может быть. Гости. Разговоры. У вас прям карты все одно и то же показывают. Одно и то же событие. Казенный дом. Это госучреждение. Так.
Смотрим, сейчас я еще здесь посмотрю. Деловая встреча. Угу. Здесь нет, здесь интимную связь нельзя, нет и нет. Получается, у вас несколько событий указывают на то, что в этот день будет событие, мероприятие в семье, день рождения у кого-то, какой-то праздник, с застольем, с гостями, с разговорами. Да, то есть вот 4 события указывают на какой-то праздник. Дальше. Также у вас выпадает деловая встреча. Казенный дом – это посещение госучреждения или какой-то контакт с госучреждением. Скользкое дело, рыба, будьте осторожны. И тайная встреча. Возможно, вам предлагают какие-то тайные схемы, тайные встречи, но здесь карты предупреждают, что это обман. Так что вот, если вдруг какие-то схемы, лучше в них не увязывайтесь, потому что это хитрость, вас обманут потом, и все. Вот такое вот предупреждение для вас, стрельцы, на вторник. Разных схем лучше избегать. Благодарю за внимание и перехожу к козерожкам. Смотрим козероги. 16 апреля. Так, подождите, у меня тут непорядок. 16 апреля, вторник, козероги. Гости. Прям день гостей. У половины, наверное, знаков точно гости выпали. Нерешенный вопрос. Исполнение желания, цветочек. Временная разлука, расставание, чемодан. Успех, лавровый венок. Тайную встречу нельзя. Здесь нет. Дорогу нельзя соединить. Я эту карту не могу сюда положить. Решение вопроса. Прекрасно. Видите? Значит, нерешенный вопрос. Возможно, вы давно его пытались решить, какой-то вопрос, но не получалось. Вот карта показывает, во вторник вы его решите. Вас ждет успех. Также какое-то разочарование. Тоже вот интересно получается. Тоже у нескольких знаков так было, что вроде бы все события хорошие и какая-то печаль. Какое-то вот сильное, глубокое разочарование. Что это такое? Так, ну здесь нет. Получается, смотрите, события, в принципе, хорошие. У вас могут быть гости, у вас может исполниться желание, будет какой-то нерешенный вопрос, который решится очень успешно. Чемодан, ну, возможно, это гости к вам приедут с чемоданами. И вот события отличные. И сильное разочарование, печаль. Я не знаю, что это за печаль будет у всех. Ну, какое-то, может быть, событие будет, которое вот, ну, большинство знаков что-то может расстроить в этот день. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. Водолеи, смотрим. 16 апреля.
16 апреля. Смотрим, Водолей, что у вас? Надежда у вас какая-то на этот день возлагается. Цыпленок. Общение с семьей и детьми. Месяц нельзя. Казенный дом. И получение. Возможно, в казенном доме получите какой-то документ, справку, либо получите какую-то информацию, новость, которая вам нужна. Нет, 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 нет. Ключ есть еще. Ну, как раз, видите, ключ помогает для вас открывать все двери в этом казенном доме. Ну и получать все, что вам нужно. Все в ваших руках. И здесь нет. Получается, у вас все события, в принципе, хорошие. Показывает, что вы на этот день возлагаете надежды. Видимо, вам надо что-то получить, и вы надеетесь на это. Карта показывает, что будет посещение госучреждения, будет получение, будут для вас открыты все двери, и может быть еще общение с детками, семьей. Может быть, это, кстати, школа, например. Может быть, надо собрать какие-то документы для поступления. Так что вот как-то так может проигрываться. Ну, в принципе, тут может быть масса вариантов, можно прочитать по-разному. Вообще, вот как бы я стараюсь читать отдельно. Получение чего-то, открытые двери возможности, посещение госучреждения, общение с детками, надежда. А в каком сочетании, как у вас уже проиграется, это все индивидуально, так сказать. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Рыбки, 16 апреля. Смотрим. 16 апреля. События дня. Рыбки, вторник. Общение с друзьями, сердце. Казенный дом, книга. Приглашение. Может быть, друзья вас куда-то пригласят. Подсвечник нельзя. Ожидание. Ожидание друзей. События в семье, дома. Какое-то мероприятие, праздник может быть. Колокольчик нельзя. Нерешенный вопрос. Тут, смотрите, два варианта. Либо нерешенный вопрос, либо рыба. Но я увидела цепь первую, поэтому оставляю ее. Сундук нельзя. Замочек нельзя. И неприятность. Ну, неприятность — это какой-то вопрос не решается у вас во вторник. Смотрим, значит, теперь здесь встречу нельзя.
Будильник нельзя соединить, и здесь нет. Получается, из плюсов у вас, из плюсов приглашение, общение с друзьями, какое-то событие, праздник, посещение госучреждения. Но, к сожалению, в госучреждении, возможно, у вас какой-то вопрос не решится. Видите, нерешенное дело выпало. Где? Не вижу вторую половинку ножниц. А, вот они. Вот они, вот они. Знаете, такое ощущение у меня, что у вас не получится решить вопрос. Видите, ножницы не соединяются. Из-за приглашения на какое-то событие. Может быть, вы планировали решать, но из этого события не получится. Вот так может проиграться. Ну, карты пока, видите, ножницы не соединяются. Не получится во вторник решить. И плюс выпадает неприятность. Еще вот смотрите, пропустила, еще и обман есть, маска. Вас могут обмануть. Опять же, предупреждение. Неприятность, обман, нерешенный вопрос. Это 3 предупреждения для вас на вторник. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам удастся всех этих обманов и неприятностей избежать. Жду вас на своих новых видео.